Всех приветствую на моем канале. И мы будем сегодня проходить на моем канале. И мы будем сегодня проходить Так, звук есть, да? Игра, звук есть. Свойства. Ага, HD. Хорошо. Звук должно быть. 2 полковника. Окей. Аня, дочка. Дочка. Ага. Звук игра есть. Долг. Все это ничто по сравнению с самым важным. Семьей, твоей жизнью. Прости, что я не понимал этого раньше. Если понадобится, я через сито просею все это засыпанное снегом кладбище, но найду лекарство. А Артем чувствует свою вину и хочет ее искупить. И я постараюсь проследить, чтобы это не стоило ему жизни. Главное, я снова в метро. И здесь никаким мутантом меня не остановить. Радиация на поверхности — другое дело. Отправляясь сюда, я думал, что беру билет в один конец. Вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? А ты настойчивый. Задание у нас. Больше сказать не могу. Но теперь, благодаря зеленке, которую нам отдал Кирилл, у нас появился шанс выжить. Ну что, боец, Артем ушел. Буду я тоже готовиться. А я, товарищ полковник. А ты, рядовой, пока останешься на связи. Должен же кто-то координировать операцию. Дело ответственное. Справишься? Конечно, справлюсь. Молодец. Кстати, Орел, расскажи-ка мне пока, как вы тут до бунта жили, когда зеленки на всех хватало. Неплохо жили. Только отец вечно то на задании, то в патруле. Скучал один. Нет. Отец всегда домой спешил вернуться. Особенно на праздники. Новый год последний вместе встретили. Годом ранее. Полковник Хлебников. Товарищ полковник, ремонтники очень просили напомнить, как до насосов доберетесь, все слизь вокруг выжать. Ну, с гнилью, считай, покончили. Сам полковник Хлебников за огнемет берется. Смотри, не сглазь. Кстати, об огнемете. Где он? Вот, товарищ полковник, только осторожно, тяжелый. Знаю. Давление в норме? Должно быть норм, проверьте. Если нет, ручка сбоку, подкачайте немного. Вот так всегда. Вечно все приходится делать самому. Ладно, я пошел. Задайте гнили жару. Так точно, товарищ полковник. Зададим, не волнуйся. Не пуха. Удачи. Черту! Спасибо. О, жара пошла. Так, надо звук громче сделать. И голос тоже. Голос еще выше надо. Музыка вот такая. Игры вот такая и вот такая. О! 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 Так. Очистка прохода.
Стрим благодаря донатера Богдана. Если ты смотришь, вот стрим запустился. Ебать, радиация уже жесткая. Слишком много радиации. О, книжка, новая заметка. Топливо. Надо все лутать. Все надо посмотреть, лутать. Так, ничего не забыли? О, вот забыли, вот забыли. Угу. На! Ебать, на. Блядь! Что это было? Блядь. Нихуя! Нихуя! На нахуй! Тварь нахуй! Тварюга! Что? Да, дальше. Да. Заправка. По-любому что-то есть тут. Да. Что-нибудь есть, да? Ты зря потратил, что ли? Ну, сука, нахуй. Куда дальше? Туда, что ли? Нет. Ага. Тухли. Почему не вылез? Это заново, что ли? Блин, нахуй. Так, вот это все. Все надо взять. Ага, дальше.
Е-е-е-е-е. Опа, опа, опа. На нахуй. А, просто убежала, да? Типа потом я вернусь, да? Пиздобол нахуй. Плюется еще нахуй. А где проход? Блять, еще сверху нахуй блюется нахуй. Так, вот это взяли. Угу. А, вот это, блядь, летит. Ебать, радиация долбит нахуй. Это что такое? Он пустая, да? Пиздоболу. Конец. Это взяли. Взяли. Сдохни. А почему фонарик не включается? Фонарик. А, туда дальше, да. Пере загара. Амбу. Хуя. Что тут? Сдохнет тварина нахуй. О, нихуя себе, бля.
Ебать, радиация долбит. Помогите. Ой, бля. Бля. Красный 3. Тут трубу прорвало. Вода не дает прожечь проход. Нужны саперы для подрыва. Яльха, красный 3, отставить саперов. Ищи вентиль, перекрой заслонку. Как понял? Принято, Альха. Альха, это красный 3. Вентиль нашел. Двигаюсь дальше. Молодец, красный 3. Два раза уже сдох. Сука, тварная. Дабл. Тварина на. Чё? Туда, что ли? Зря я топливо потратил. Чё на? Не. Не. Я тут. Ебать, еще ты не сдох, что ли? Аба. Блин. Так, модификации. А. Ага. Полная. Почистить. О. Установить. Установить. Закрыть. Нихуя себе бан. Ой, я тебя убью нахуй.
Ага, но если уж владеться, значит, держи булки вместе. А это зачем? Как червяки же. Они, значит, если книга разрослась, всегда заводятся. Здоровый, как рука. Только когда рубает, Є. Є. Оля. Є. Настройки. Игра. Читатель. Нормально. Во. Моля. Раз нахуй. Ты, блядь, тебя... Сука, нахуй. Ага, а ты чего тут застрял? Да огнемет, зараза, давление не держит. А где травик не найду. У тебя топлива не будет? Я на такую густую дрянь не рассчитывал. Хоть залейся, Вячеслав Михайлович. Берите. Спасибо, выручаешь командира. Это для карьеры, говорят, полезно. А гнили и правда густо. Я столько не видел никогда. Ага, вот же оно. Хо-хо, заработало! Ну чё, Ну, пошел я своих догонять, Вячеслав Михайлович. Удачной охоты. боец Оскоп. Пресев. Удачи.
Сука, нахуй. Сдохла, нахуй, наконец-то, ебать. Ну, сука, нахуй. Долбоёб, нахуй. Рано и поздно, нахуй. Убил. Блять. Бля. И вот вызывает меня бригадир, сам только от начальства Оскомовского. Пропарили его там хорошо, до самых почек. В общем, вызывает и говорит, мне все равно как, но чтобы насосы работали штатно. А я ему, а где я прокладки возьму? Рожу! Гниль не чистит, она их жрет. И все в разнос идет. А на складе таких больше нет. А он мне, не интересует его гада, короче. Ну чтоб работало, понял? А я ему тогда, да что мне, на соседней станции их воровать, что ли? Или зеленкой на год вперед обколоться и на поверхность? Где я тебе их возьму, а? Чего ты меня крайним делаешь, козел? Хочешь результат? Так запчасти обеспечь. А нет, так иди ты. Ну и пошел, в общем. А он покраснел и орет. Зеленки не получишь. А я ему, ах так? Так я тогда на работу не выйду. Сам чини, придурок. Вот так и поговорили, в общем. А бас ты, бля. Пиздобол, на. Бегом. Ну, сука. Ебать быстрая, нахуй. Разрядка. Минуточку. Тварь, нахуй. А, сука. Сдохни, нахуй. Аббас.
Что это было? Туда, что ли? Столько... Ебать, дохуя, нахуй. Пуля спим. О, сука. На. Давай. А, бля, сыкина. Ты мне вниз, что ли? Фу, сука, нахуй. Отъебись нахуй. Да, открыто, что ли? Понятно. Товарищ полковник, у меня ремонтники на пробке. Говорят, вода пошла. Они высылают бригаду. Прикрытие им обеспечат. Так что задача выполнена. Отлично. Спасибо. Братуха. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравия Вольно, желаю. ребята. Отлично отработали, спасибо. Спасибо, товарищ полковник. Ну, мы, считай, только дожигали после вас. Нечего скромничать. Дожигали они. От имени командования объявляю вам благодарность. Служим оском. Орлы! Ну, разоблачайтесь и домой отдыхать. Так точно. Спасибо. Разойдись. На чем мы там остановились? Товарищ полковник, скидывайте химзу и огнемет. Это все дезактивировать надо будет. А вам на пропускном перед туннелем зеленки вколют. Я сейчас свяжусь. Вы там минимум недельную дозу получили. Хорошо, спасибо. Недельные. Держи. Счастливого пути, товарищ полковник. Садитесь, товарищ полковник. Спасибо. Давайте с нами, ребята. До проспекта подбросим. Спасибо, товарищ полковник, но за нами сейчас развозка подойдет. Там места больше. Ну тогда счастливо. Двигаем, Петрович. Так точно. Благодарю. Штаб на связи. Полковник Хлебников, доложите обстановку. Товарищ генерал, задание выполнено. Короче, Толь, основное я сделал. Червяков выжгли.
Ребята еще дочистят, а я домой. Новый год на носу. Понял, Слав. Кто тебя еще так поймет, как другой отец-одиночка? Ну, тебе-то легче. Твой уже капитан говорит. Сереге поздравления, кстати. Сам и поздравишь. 2 числа спразднуем по-семейному. Сейчас заскочи ко мне и можешь отдыхать. Вас понял, конец связи. Конец связи. Товарищ полковник, давайте вам зеленку вколем. Не возражаю. Петрович, давай руку. Тебе тоже положено. Нет, я лучше сам, дома, своим шприцем. Ну, как знаешь, держи. Благодарю. Осторожно, двери закрываются, следующая остановка — Красный проспект. Петрович, внучки что, хуже? Да нет, слава богу. Но детской нормы зеленки ей все равно не хватает. Хоть и на проспект перебрались. Вот я что могу и откладываю. Вдруг обострение. Ну, в общем, жить можно и ладно. Ты мне лучше скажи, повыжгли дрянь-то? Повыжгли, Петрович. Это хорошо. Только она все равно каждый раз только гуще разрастается. Видишь, не справляются насосы. Тоже из-за гнили. И так 20 лет отпахали при такой-то эксплуатации. А тут еще дрянь это. Фильтры забиваются, прокладки распадаются, железо ржавеет. Скоро вся система откачки сдохнет. И будем тут на лодках рассекать. Гондольером заделаешься. А я и спеть могу. Лучше не надо. Твоим пением пытать хорошо. Приехали. Да, молодец, Спасибо, Петрович. что подбросил, Петрович. С наступающим. Взаимно. Я тогда тут пока поковыряюсь, а после елки мы с внучкой ждем вас с Кирюхой в гости, как обычно. Обязательно. Товарищ полковник, Да. Товарищ полковник, Да. Товарищ полковник, проходите, пожалуйста. Генерал вас ждет. Так точно. Оправдание ваше оставьте при себе, капитан. Если проявили инициативу, так готовьтесь нести ответственность. Здесь вам не на гражданке. Можете идти. Есть! Здравия желаю. Здравствуй. О, Слава, я тебя уже заждался. Проходи. Располагайся. Спасибо. Пока ты с ребятами на шашлыки ездил, тут кое-что новое нарисовалось. Взгляни на карты. Радиационная обстановка? Да, сталкеры из центра спутниковой связи вынесли. Да ладно. И теперь надо перевернуть там все и найти самые свежие по всей стране. Без карт непонятно, куда ехать. Возьми это дело на личный контроль и секретность обеспечь, понимаешь? Куда ехать, Толь? Скажи прямо, готовится эвакуация? Хорошо, но учти, только между нами. Да. Тянуть больше нельзя, зеленки не осталось. Придется изъять у населения излишки, так что все пока совершенно секретно. Еба. А к чему секретность? Хорошие ведь новости. На такое дело народ зеленку и так бы отдал. Не мое решение, Слав.
Но хорошие новости иногда и вправду лучше приберечь. Понял. Спасибо, что рассказал. Только между нами. Ты меня знаешь. Ну, с наступающим. Погоди. Побегу я. Как герою борьбы с гнилью и отцу-одиночки, тебе новогодний подарок от командования полагается. В размере месячного пайка на двоих. Держи. Спасибо. Но не задерживаю. Или еще побудешь. У меня и чай есть. Да ты просто змей-искуситель сегодня, как я погляжу. Как там у Сереги дела? Доволен, конечно. Подумать, мой сын — капитан целый. Веришь? Не помогал вообще. Верю, конечно. А то я тебя не знаю. Я так считаю, пусть сам добивается. Это характер закаляет. И работает же. Он в детстве мягковат был. В Катю. А сейчас кремень. Ты с ним всегда тверд был. Суров даже. У меня так не получается. Я тебя со стороны вижу. Ты с Кириллом ровно себя держишь, по-мужски, как надо. И он мужиком растет, боец. Оскомовец. Он всего Оскомовского большой фанат. Мы для него что те супергерои. Даже страшно временами. А мы и есть герои. Спасаем, кого можем и как можем. И все ради них, ради детей. Чего ж пугаться? Он многого еще не поймет. Многое идеализирует. Для него мы рыцари без страха и упрека. Сам знаешь, в жизни оно сложнее все. Всякое приходится делать. Потом смотришь ему в глаза и думаешь, а понял бы, если бы я ему рассказал. А его все это еще ждет. Кирилл мужик, он поймет. Настоящий герой слав – это не тот, кто в сияющих доспехах и красивой позе. Герой тот, кто делает то, что нужно сделать. И запачкаться приходится, и кровь проливать, а он все равно делает, потому что так надо. Мужик он потому и мужик, что это понимает. Наверное. Но тут и до цель оправдывает средства недалеко. Ой, да брось. Все это слюнтяйство. Ах, цель оправдывает средства. Так нельзя говорить. Это же плохо. Ай-яй-яй. Нам Марья Ивановна на философском так сказала. А я отвечаю, да, оправдывает. А как иначе дела, по-вашему, делаются? Чем-то жертвуешь, что-то получаешь. Разве бывает по-другому вообще? Всегда оправдывает. Ну ладно, подловил, не всегда. Так дела и делаются. Ты прав. Но я думаю, это всегда вопрос честности на самом деле. Оправдывает или нет. С самим собой честности в первую очередь. Это ты тонко завернул. Философский. Признавайся, у Марьи Ивановны тоже курс слушал. Ладно, пойду я уже. Задержался. Да, давай, Слав. А то Новый год, а я тебя к сыну не пускаю. Кириллу привет. С наступающим. И тебя, генерал. А я пока речь закончу. Не люблю на публику работать, но тут никуда не денешься. Товарищ полковник. Здравия желаю, товарищ полковник, с наступающим. И тебя. Пьянь, дрянь! Ты посмотри на себя, как! Ну, Тань, ну не... Товарищ полковник, здравия желаю. Тут столько народу набилось, что не пройти. Вы лучше через ресторан поднимитесь. Сразу на галерею попадете. Да. Наливай, а то не успеем. Посмотри, в чем я хожу! Дома жрать нечего, ты понимаешь? Понял. А мы тут отдыхаем, товарищ полковник. Давайте с нами. Отдыхайте, мне домой пора. С наступающим. Спасибо, товарищ полковник. Кириллу привет.
Да. С наступающим, товарищ полковник. Спасибо. Остать. А вот, кстати, давно я что-то Сашку не видел с 3-й роты. Помните? Остать не полагается, да? С ушами такими. С наступающим, Вячеслав Михайлович. И тебя. Вот смотри, выберемся мы отсюда однажды, так? Не вечно же под землей сидеть, как кротам. О. Папа, как я тебя напугал! Не ожидал засады? Отличная маскировка, рядовой. А теперь доложите обстановку. Ой, товарищ полковник, задание по украшению станции почти выполнено. Осталось последнюю лампочку вкрутить. Вольно. Давай я помогу. С наступающим, пап! Я думал, ты не успеешь. На мой день рождения и на мамину годовщину опоздал. Прости. Я просто старался, чтобы таких годовщин у нас в метро было поменьше. Понимаешь? Понимаю. Вот и хорошо. Ну, включай. Задание выполнено! Отлично, рядовой. Спасибо. Папа, у меня для тебя подарок. Мне дядя Миша помог собрать. О, спасибо, сын. Кстати, о дяде Мише. После официальной части личному составу надлежит вымыть уши и явиться в расположение Михаила Петровича. Форма одежды парадная. Ура! Есть вымыть уши и форма одежды парадная, товарищ полковник. Ух, какую елку красивую сделали. Да, слушай. Дорогие жители Красного проспекта и гости с других станций. 2034 год подходит к концу. Год выдался непростой, но он еще больше сплотил нас вокруг общей цели. Благополучие всех, для кого тоннели метро стали домом. В Новый год мы все смотрим с ожиданием перемен к лучшему. И они обязательно произойдут благодаря нашим общим усилиям. От имени командования ОСКОМ я благодарю всех за отличную работу и поздравляю с Новым годом! 2035 годом! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. С Новым годом! Ёптать. Ну вот, генератор, зараза, опять сдох. Кирилл, это Мельник. Проверка связи. Как слышишь, прием? Да. Кирилл, я у торговых рядов. Где тут на Сибирскую проход? По лестнице вниз. Там штаб Оскома был. Еще там зеленку складывали, которую во время рейдов конфисковали. Конфискации, значит. Нашел. Спасибо, рядовой. Граждане, сохраняйте спокойствие. Сдавайте излишки радиопротектора представителям законной власти. Помните, наш общий долг – объединить усилия для блага всех жителей метро. Интересно, а что скажет? Сколько сдать еще? Помните, перераспределение радиопротектора. Разрешите, товарищ генерал? Слав, не поясничай. И так тошно. Что там на Сибирской вышло? Там закончили, вот изъятое. Не густо получилось. Плохо, плохо дело.
Пятно сплошное, километров 500 жарится, да и потом неизвестно сколько ехать. Твои ребята карт натащили, но чистых мест на них не видно. Были надежды на Байкал, но... Пока не нашли, там разгром полный. А насчет радиации, фильтры на что? Главное от пыли защититься. Фильтры. Все вагоны фонят так, что без зеленки никакие фильтры не помогут. А еще дети. Ты и сам не один едешь, а с сыном, так что знаешь, что детям больше надо. Понимаю. А хватит? На всех сразу нет. Сначала вывезем ценных специалистов, подготовим новый подвижной состав, и тогда уже остальных. Так что получается? Будем людей на сорта делить? Кого первыми вывозить? Ты кого же последними? видишь, что на кону. Наши дети тоже, между прочим. О чем тут вообще говорить? Ха, не ожидал, Слав, не ожидал. О Кирюхе своем вспомни. Я, кстати, не забыл. Поедете с ним в первом эшелоне. Так что не подведи меня. А сейчас не забивай себе голову, отдохни лучше. На проспекте твои ребята и сами управятся. Понял. Опять закурить тянет. Как ты будешь? Все, продолжение будет. Не откажусь. Угощайся. Давно хорошего курева не было. Ох, давно. Соскучился. На грязных станциях полно подрывных элементов, сам знаешь. 20 лет агитировали, мол, сбросим антинародный режим и заживем. А теперь, считай, дорвались. Именно. Когда станет ясно, что зеленка все, а потом насчет эвакуации поползут слухи. А они поползут. Само собой. Еще и приврут, понятно. Что начальство хочет сбежать, бросить простых людей. Они такой шанс не упустят. Ну вот, сам все понимаешь. Будем поддерживать порядок, сколько сможем. Упаси нас Бог от настоящего мятежа. Но на Бога надейся, а сам чисти автомат. Готовься, Слав. Время будет сложное. Да, работенка нас ждет грязная. Но деваться некуда. Либо мы спасаем, кого сможем, либо хаос и всем крышка. Если придется стрелять, смотри на это как на войну живых с мертвецами. Каждый бунтовщик и есть такой мертвец, с собой в могилу тащит. Цинично. Зато правда. Но будем надеяться, что до этого не дойдет. Твои люди к такой работе готовы? Да, у меня случайных нет, отсеялись все за 20 лет. А у других? В некоторых я не уверен. Сейчас будем их потихоньку рассредотачивать и разоружать. Рискуешь подлить масло в огонь. А что делать прикажешь, а? Тут куда ни кинь. Это да. Что-то и правда устал я. Пойду, если ты не против. Конечно. Отдыхай, пока есть такая возможность. Боюсь, не скоро она снова представится. Ислав, береги себя. Ты тоже, Толь. А он тогда что? Ну, говорит, мы ваше положение понимаем, сотрудничество ваше высоко ценим. И как только новые запасы Продолжение поступят, будет. всё вам вернется, да еще с процентом. Будет. Нажимайте лайки. С намеком таким, что И бумага, будет вот она, вот следующий подпись, стрим. вот печать. Спасибо за просмотр.